Образование – важная сфера взаимодействия церкви и государства. Церковь, совершая свою вневременную миссию, воспитывая гражданина Отечества Небесного, совершенного Божьего человека, на всякое дело благое уготованного, может и должна во взаимодействии с государством и обществом исполнять в сфере образования социально значимое служение, формируя убежденных патриотов, добрых хранителей семейного очага, законопослушных граждан, способных устроять ко благу жизнь Отечества земного. Мы должны вместе формировать духовно сильное и нравственно здоровое юношество, которое будет созидать завтрашний день нашей страны, а сегодня не допустит распада государства, помрачения общественного сознания в молодежной среде. От того, как все мы будем служить высокой миссии православного просвещения, выстраивать соработничество в этом направлении между церковными, государственными, общественными институтами, зависит нравственный климат в стране и благополучие в обществе. Надо отметить, что системной работы по духовно-нравственному воспитанию на основе традиционных духовных ценностей, которые формируют высокие гражданские и нравственные качества, патриотизм и ответственность за судьбу Отечества, милосердие и сострадание, все же нет. Нет этой системной работы и с родителями в этом направлении. К сожалению, в Главном управлении образования нет заместителя по воспитательной работе, который координировал бы работу заместителей по воспитательной работе и организаторов по внеклассной и внешкольной работе, которые есть почти во всех учебных заведениях автономии. Но мы работаем в этом направлении и надеемся, что у нас будет такая единица. Есть понимание того, что работа по партнерству школы и семьи надо упорядочить и систематизировать, чтобы это были не единичные разрозненные мероприятия, а продуманная система работы. Если вначале были 11 школ, потом они падали от цифры до 6-7, и только в 2016 году мы увидели тот результат, что число детей выросло до 1713 учащихся. Это, напомню, как раз результат одной очень важной встречи, которую мы имели в прошлом году. Практически одна встреча людей, которые сегодня в обществе занимают главное место – воспитание подрастающего поколения, и оно смогло подвинуть настолько, чтобы число учащихся, которые хотели бы изучать этот предмет, уже выросло. И я думаю, что очень важный анализ, Софья Михайловна, не могу не согласиться, что сегодня действительно отсутствует та системная работа, которая бы могла бы строить сегодня отношения как между школой и церковью, как и между церковью и семьей, как между и школой и семьей. Церковь привносит достаточно много усилий для того, чтобы появилась какая-то основная, я бы назвала так, основа, устои в личности каждого человека для того, чтобы помочь ему в этой жизни, непростой жизни. К сожалению, наверное, отмечу и еще одну проблему, которая здесь встает, тот уровень суицидов, которые на сегодняшний момент происходят и чаще всего в молодежной сфере. Одни из буквально трагические примеры сегодня понедельника, когда и в Камрате, в Чедерлунге случились трагические случаи, как раз-то говорят о том, что отсутствует основа, которая могла бы помочь этим молодым людям.